Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые главы государств, рад приветствовать всех присутствующих на втором саммите Центральная Азия, Россия, и выражаю признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу, за прекрасную организацию мероприятия. Страны Центральной Азии и Россия неизменно остаются ключевыми партнерами Кыргызской Республики. Для Кыргызстана этот формат является практическим инструментом для углубления всестороннего партнерства. Отрадно, что наши взаимоотношения с каждым годом наполняются новым качественным содержанием. В условиях текущей международной обстановки наша сегодняшняя встреча является своевременной и очень важной для комплексного обсуждения региональных вопросов. Убежден, что только через доверительный диалог, обмен мнениями и оценками мы найдем пути решения вопросов общей региональной повестки. Считаю, что отношения наших стран демонстрируют необходимость обеспечения региональной безопасности, комплексного развития торгово-экономического сотрудничества, а также в культурно-гуманитарной и миграционной сферах. В этой связи хотел бы поделиться своим видением по некоторым аспектам нашего текущего и перспективного взаимодействия и озвучить несколько предложений. Первое – это вопросы обеспечения безопасности. С момента проведения первого саммита данного формата ситуация с безопасностью в регионе Центральной Азии кардинально изменилась в положительную сторону. Прежде всего, хотел бы акцентировать внимание на подписании в марте этого года Кыргызско-таджикского договора о государственной границе, договора о точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые имеют ключевые значения для всей Центральной Азии. Мы шли к этим поистине историческим событиям долгие годы. Отрадно, что он стал возможным благодаря нашему искреннему стремлению и твердой политической воле решать все вопросы в духе дружбы, взаимной поддержки и доверия. Центральная Азия постепенно превращается в один из наиболее стабильных регионов Евразийского континента, что в свою очередь укрепляет политический авторитет ОДКБ, СНГ и ШОС. Вместе с тем, Центральная Азия продолжает оставаться в центре внимания, являясь ареной геополитического соперничества, включая деятельность деструктивных сил, в том числе внешних. В условиях нарастающей геополитической напряженности в мире сотрудничество в области обороны и безопасности, а также обмен информацией и координация усилий между странами Центральной Азии и России становятся все более важными для противодействия перед современными вызовами и угрозами. Непростой остается текущая ситуация в Афганистане, которая напрямую влияет на обстановку в регионе. Кыргызская республика считает мир и стабильность в этой стране основным фактором для обеспечения региональной безопасности. Кыргызстан поддерживает усилия России по разрешению кризиса в Украине, включая дипломатические инициативы и недавнюю встречу на Аляске. Мы высоко ценим эти шаги, так как они способствуют мирному разрешению конфликта. Как известно, Кыргызская республика в текущем году председательствует в ОДКБ. Осознавая всю степень ответственности, Кыргызстан продолжит работать над усилением военного сотрудничества и дальнейшим укреплением коллективной системы безопасности стран организации. Нам необходима активизация взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью. Второе – это торгово-экономические связи стран Центральной Азии с Россией, которые из года в год укрепляются и расширяются. Для стран региона Россия является ключевым торгово-экономическим партнером и занимает одну из ведущих позиций по объему товарооборота и привлеченным инвестициям. Во всех наших странах наблюдается динамика роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение объемов внутренних рынков. Мы видим большие возможности в реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов. При этом кооперация должна
основываться не только на повестках и инвестициях, но и на совместной разработке технологий, внедрении инновационных решений, а также подготовке кадров. Кыргызская республика заинтересована в развитии отраслевого взаимодействия, формировании устойчивых производственных цепочек и выработке инструментов поддержки трансграничных проектов. Со своей стороны мы готовы предоставлять площадки, налоговые и административные льготы, а также институциональную поддержку для инвесторов из стран Центральной Азии и России. Третье – это транспорт и логистика. Сотрудничество в данной сфере позволит обеспечить повышение скорости перемещения товаров и доступности транспортной инфраструктуры для развития наших экономик. Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Эти усилия полностью согласуются с российскими планами по развитию коридоров север-юг, восток-запад. Считаю необходимым усиление совместной работы по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение транспортной связанности России с Китаем, Ираном и другими странами. Это возможно через строительство новой и модернизацию существующей инфраструктуры, упрощение административных процедур и повышение эффективности логистических цепочек. В данном контексте важно продолжить работу по снятию ограничений и барьеров, существующих между нашими странами и препятствующих развитию торговли, грузоперевозок, а главное – свободному передвижению трудящихся граждан. Четвертое направление – это энергетика. Энергетический сектор Кыргызстана переживает масштабные преобразования, направленные на наращивание генерации, цифровизации и устранение дефицита электроэнергии. Нами активно продолжается работа по поэтапной реализации проектов по строительству малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии. Мы заинтересованы в получении передовых технологий и дальнейшем взаимовыгодном инвестиционном сотрудничестве в гидроэнергетическом комплексе. Пятое – это трансграничный туризм. Сегодня в регионе Центральной Азии набирает популярность трансграничный туризм, который притягивает туристов со всего мира. В Кыргызстане этот сектор развивается стремительно и становится важным фактором экономического роста. В настоящее время формируется горнолыжный кластер, создаются новые и модернизируются действующие туристические объекты, строятся и обновляются аэропорты и дороги. Успешно строится крупнейший в Центральной Азии современный всесезонный горнолыжный курорт Алатау-резорт, отвечающий современным мировым стандартам. Шестое – это охрана окружающей среды. Одним из наглядных примеров успешного двустороннего и многостороннего сотрудничества с Россией является реализация межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. В рамках данной программы проводятся работы по рекультивации хвостохранилищ в Нарынской и Иссыкульской областях Кыргызстана. Дополнительно в прошлом году между Кыргызстаном и Россией подписано соглашение о сотрудничестве по реабилитации территорий, пострадавших от последствий уранодобычи. В ближайшей перспективе совместно с Росатом запланировано проведение работ на новых объектах, расположенных вблизи населенных пунктов Баткенской, Джалалабадской и Иссыкульской областях. Седьмое – это культурно-гуманитарная сфера. Гуманитарные связи являются прочным фундаментом, на котором строится наше совместное будущее, особенно в таких ключевых сферах, как образование, культура и спорт. За прошедшие годы в России подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Сегодня эти специалисты трудятся как в Кыргызстане, так и в России, играя важную роль в укреплении межгосударственных отношений. Вместе с тем, перед нами стоят крупные планы по модернизации образовательной инфраструктуры. В частности, Кыргызско-Российский славянский университет имени Бориса Ельцина будет преобразован в современный образовательный центр, который будет соответствовать мировым стандартам.
Также планируется открытие филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова в городе Карахол, что значительно расширит образовательные возможности для молодых людей региона. Кроме того, важными шагами на пути углубления гуманитарного сотрудничества стали успешная реализация проекта «Русский учитель за рубежом» и планы по строительству 9 школ, новых школ в Кыргызстане, первые 3 из которых откроют свои двери уже в 2027 году. Мы также придаем большое значение запуску деятельности Международной организации по русскому языку. Уважаемые коллеги, в завершение еще раз хочу подчеркнуть, что Кыргызстан нацелен на развитие дружественных взаимоотношений со своими союзниками и стратегическими партнерами и привержена продолжению активного политического диалога в данном формате. Убежден, что итоги сегодняшней встречи послужат дальнейшему углублению межгосударственного сотрудничества между нашими странами, основанном на взаимоуважении и равном учете интересов. Благодарю за внимание.